Селимецизбе. Здравствуйте. Меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы, быстро запоминая казахские слова, пополняя свой лексикон, научиться понимать и разговаривать на казахском языке. В каждом видео я рассказываю о способе легко, быстро сделать это. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как данк. Данк. Вот здесь в этом слове, видите, вот «н» с хвостиком, оно звучит «н», «н». И «к», «к» с хвостиком, она звучит как «к», данк, данк. Вот эта буква «н» с хвостиком, она присутствует, кстати, в английском языке. Например, там окончание «ин», «ин». Вот оно такое чуть-чуть носовое, что ли. «Ин», «данк», «данк». Не «данк», а «данк», «данк». «Данк» — это слава, известность и величие. Тоже такое понятие, торжественное. Но это понятие, это характеристика чего-то или кого-то, кто прославился какими-то великими делами, либо каким-то великим открытием, либо чем-то очень громадным, очень большим, что, я думаю, принесло большую пользу для очень большого количества людей. Я думаю, так. И это не просто данк, это не просто сейчас вот век интернета, да, многие, например, блогеры, да, они, очень-очень сильно прославленные, да, то есть они известны, да, но можно сказать, что они сделали больше пользы для себя, чем, я не про всех говорю, да, как бы в общей массе, да, то есть они больше пользы приносят для себя лично, то есть они зарабатывают каким-то образом, да, есть среди блогеров хорошие люди, которые, хорошие советы, там, еще что-то, а многие люди просто, они заинтересованы только в собственной пользе, но про таких людей нельзя сказать данк. Данк можно сказать только про людей или про какие-то явления или про события, да, но, скорее всего, наверное, все-таки, да, имеет отношение все равно к людям, к их поведениям, к их поступкам героическим, каким-то великим, которые принесли большую пользу. Это мое мнение, я думаю, что вы согласитесь, скорее всего, вот с этим мнением. Поэтому я подобрала вот такую картиночку. Я думаю, что она очень сильно отражает. Это картинка, флаг и каска солдата. И это символы солдата, который положил свою жизнь, который отдал свою жизнь или свое здоровье во имя своей Родины. Вот это 100% это соответствует слову данк, слава и величие. При этом для того, чтобы совершить что-то, что принесет тебе данк, ты не обязательно должен быть каким-то крутым, великим героем и все такое. Самые обычные люди, люди доброй воли, можно сказать, каждый день могут совершать какие-то вещи и совершают какие-то вещи, которые приносят им данк. Неважно, известно это в обществе или нет. Все равно есть такие люди, которые молча изо дня в день совершают свою необходимую работу, которая приносит большинству людей большую пользу, и они имеют этот данк, даже если большинство людей об этом не знают. Это мое мнение, моя точка зрения. Вот. Теперь давайте составим предложение со словом данк. Когда
произносится, когда говорится слово «данк», у меня, например, все внутри как-то замирает. Ага. То есть я понимаю, что я должна в этот момент как минуту молчания, что ли, проявить какое-то уважение, что ли. Ну, это мое собственное мнение, собственное ощущение. Вот, для того, чтобы отдать должное, отдать данк нашим воинам, которые погибли во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. У нас во всем Казахстане, ну вот у нас, например, в парке 28 панфиловцев есть большой мемориал. Он очень красивый, он очень красиво сделан. Там есть вечный огонь. И люди приходят, и как будто это вот встроено, что ли, в нас, и мы сразу замираем. Мы не шутим рядом с этим мемориалом, мы замираем рядом с ним, мы молчим, мы отдаем, молча отдаем тот почет, тот данк мысленно этим людям, которые спасли нас, нашу землю и наш народ. Вот, для того, чтобы получить данк, да, я думаю, что недостаточно просто иметь большое количество подписчиков в каких-то соцсетях, да, и, ну, что-то, я не знаю, да, там, я не знаю, 100 миллионов просмотров получить. Я не обесцениваю сейчас никого, просто я сейчас пытаюсь как бы сделать более понятным для вас это слово. Я не обесцениваю никого. Мы все хотим иметь много подписчиков, много просмотров, это 100%, конечно. Для чего тогда мы все сидим в соцсетях, да? Вот. Но для того, чтобы получить данк, недостаточно быть, ну, как бы налицо известным многим людям, да? На самом деле ты должен сделать что-то такое, которое будет действительно полезно для большинства, для очень большого количества людей. Угу. Вот, например, у батыров, которые в свое время Казахстан защищали от нашествия джунгар, от нашествия других, ну, например, там всякие были разные нашествия, да, в свое время. И вот эти все батыры, они имеют данк. И это прямо вот, это прям не подлежит сомнению, это не обсуждается. Вот это данк, это вот реально данк. Ага. Вот, например, Бауыржан Момышұлы, может быть, вы слышали, я думаю, что вы слышали о таком герое Великой Отечественной войны, вот, который как раз и воевал в составе 28 панфиловцев под Москвой, и они, кстати, спасли Москву. Вот, и я считаю, что слово «данк» — это вот прям отражение этого человека, Бауыржана Момышұлы. Но то же самое можно сказать про любого другого человека, про любого другого героя. Вот, например, мой родной дед тоже участвовал в Великой Отечественной войне и получил большую контузию. У него рука потом, по-моему, до конца жизни не работала, одна рука. Вот. И к нему это слово тоже можно применить. Ага. Он получил этот данк. Любой рядовой человек, любой рядовой солдат, любой генерал, любой майор, лейтенант, который побывал на этой ужасной войне, вот, я думаю, что он получил и получает, и обязан, и достоин получить свой данк. Вот таким образом составляйте предложение со словом данк, слава, известность и величие. До тех пор, пока вы полностью не поймете это слово, и оно не станет вашим. Составляйте предложения. Только количество предложений играет большую роль и сделает возможным то, что вы запомните это слово и сможете его с легкостью использовать дальше, в дальнейшем. Спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео.
подписывайтесь на меня, делитесь моими видео. Спасибо вам большое за все. Сау болыңыз. До свидания.